Продолжаем дополнять информационную картину пятницы. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот главные темы к этому часу. Ледоход в этом году может пройти по сценарию 20-летней давности. Запасы снега и толщина льда на реках Якутии значительно превышают норму. Растет количество новых заражений коронавирусом в регионе. В ряде районов ограничения планируют усилить. Лыжный пробег, возложение цветов и другие мероприятия. Совет ветеранов Министерства внутренних дел отмечает 30 лет со дня образования. Запасы снега и толщина льда на реке Колыме превышают норму. Об этом в радиоэфире «Ты, Тимон» ВК Саха. В передаче «Диалог с властью» сообщил министр экологии и природопользования лесного хозяйства региона Сахамин Афанасьев. По прогнозам, ледоход в этом году пройдет по сценарию 2001 года. Опасные районы – это река Колыма, где выше нормы запасы снега и толщина льда на всей протяженности водотока, сказал он. Также превышение нормы по толщине льда выявлено на реке Лени, начиная с поселка Сангар, в верховьях реки Амги и низовьях реки Алдан в районе села Крис-Хальджай. В целях предупреждения паводка проводятся превентивные мероприятия. Между тем, завершили работы по ослаблению прочности льда на реках республики в преддверии ледохода. В этом году работы выполнены в 9 районах республики на 31 затороопасном участке общей протяженностью более 200 гектаров, сообщает Минэкология региона. Так, работы прошли на 15 участках реки Алдан в 5 районах, на 11 участках реки Амги в 4 районах. Кроме того, зачернены 4 участка реки Нюя в Ленском районе и 1 участок реки Токко в Алекминском районе. Проводится комиссионная приемка выполненных работ. Около 2 миллионов рублей требуется на реставрацию башни Манчары 19 века постройки в селе Майя Мегино-Кангаласского района. Так, Департаментом республики по охране объектов культурного наследия был запущен телемарафон «Наше наследие». Башня Манчары для сбора средств участие в проекте уже принял председатель правительства республики Андрей Тарасенко. Пожертвовать любую сумму может каждый. Сейчас башня находится на территории Краеведческого музея и в будущем может стать полноценной площадкой для экспозиций. По республике, в общем-то, у нас объектов культурного наследия это более 2000, да, это вместе с археологическими памятниками. А так памятников деревянного зодчества, скажем, да, у нас в основном это деревянное зодчество, каменных не так много, ну где-то порядка, наверное, 800 у нас имеется. Ну, а, скажем, вот именно вот такого башни оборонного значения, да, их сохранилось очень мало. Воспитанник Ленского детского сада «Теремок» стал победителем районного турнира по игре «Сонор». В нее учат играть в кружке якутской культуры. Такое направление дополнительного образования единственное в Ленске. А в «Золотом ключике» дети пробуют себя в роли журналистов, чему учат малышей и в чем плюсы доп. Образования, расскажут наши коллеги. Небольшая камера, оператор и даже ведущий. Все как на телестудии. Вот только она детская, а в роли журналистов здесь малыши. Они записывают новости в детском саду. Здравствуйте, дорогие ребята. Ой, а где моя Ева? Пока юные ведущие записывают подводку, Илья Барбашов следит за камерой и учится снимать. Мальчику всего 7 лет, и он пробует себя в роли оператора. В детской телестудии занимается недавно, но уже понял, что кроме лепки животных и роботов, ему нравится снимать. Потому что когда ты снимаешь детей, они там что-то делают, и там типа можно смотреть на них. Интересно, как они там что-то делают. Марина Михайловна 3-й год руководит студией. У нее занимаются 4 группы, почти 100 человек. Основной метод обучения – игры. Так ребята учатся брать интервью, правильно говорить и не бояться камеры. Педагог не ставит цели вырастить журналистов. Говорит, дополнительное образование помогает детям быть открытыми. Дошкольный возраст, он является сензитивным вообще такой для развития, для общего развития. Вот. И поэтому если не помочь ребенку расслабиться в дошкольном возрасте, если он не научится легко общаться в дошкольном возрасте, то уже взрослый человек часто зажатый. Ağız, тоғыз, он. Правильно посчитали? Да. Молодцы.
Посчитать от 1 до 10 или поздороваться на якутском языке детям в садике «Теремок» несложно. 20 лет Анна Романова знакомит дошкольников с якутской национальной культурой и обычаями народов Саха. Она – единственный специалист в Ленске. Считает, что ее занятия объединяют детей. Это уже мое личное мнение. Каждый ребенок наш начинает видеть людей других национальностей другими глазами, и отношение уже изменится. Он не будет говорить, что я русский, а ты якут. Нет, мы все якутяне. Мы живем в родной республике. Для развития речи, логики и памяти дети играют в национальную игру «Сонор». В небольшом музее знакомятся с якутскими книгами, предметами и куклами. Для дошкольников все это в новинку. Я узнал, что якутские игры это прикольно. В якутские игры играть нормально, хорошо. Мы читаем книжки, мы рассказываем о куклах якутских, играем в игры якутские. Дополнительное образование в детских садах Ленска представлено разными направлениями. И неважно, снимают дети новости или изучают национальные обычаи. Главное, у дошколят развивается кругозор, и они учатся общаться. Юлия Золотарева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Сейчас к эпидобстановке в регионе. За последние 4 дня в республике наблюдается устойчивый рост заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки выявили 49 новых случаев. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения региона Алексей Яковлев в ходе брифинга. В Якутске заболели 33 человека, а в Алданском районе 3, в Алаиховском и Мегино-Кангаласском по 2 случая. Еще в 9 районах выявили по 1 заражению. В настоящее время активно лечатся 647 человек, из них 72 ребенка. Из числа заболевших наибольшее число зарегистрировано в возрастном сегменте от 18 до 25 лет и среди граждан старше 60, уточнил замминистра. В связи с ростом числа заболевших ограничения по коронавирусу планируют усилить в ряде районов республики. Принимается решение о введении ограничений по проведению массовых мероприятий, в том числе посвященных Дню Республики и майским праздникам. Об этом также в ходе брифинга сообщил Алексей Яковлев. Это коснется тех городов и районов, где отмечается рост заболеваемости COVID-19. Прокуратура Алданского района взяла на контроль ценники на лекарственные препараты и продукты питания. По данным специалистов, с начала года цены в среднем поднялись на 5%, а по отдельным группам продовольствия аж на 20%. Цены рассмотрел Руслан Павлов. Пандемия коронавируса внесла коррективы в ценообразование в розничной торговле практически по всем группам товаров. Обратили на этот факт внимание как в федеральном центре, так и на местах. Прокуратура Алданского района получила разнарядку взять на контроль данные обстоятельства и проверить ценообразование в розничной сети аптек и продовольственных магазинах. Прокуратурой Алданского района организованы выездные проверки на предмет соблюдения требований законодательства о ценообразовании, в частности, на продукты питания, на предметы первой необходимости, в том числе на лекарственные препараты. По итогам проведенных проверок будет принят комплекс мер прокурорского реагирования с целью устранения выявленных нарушений и принятия соответственно дополнительных мер с целью недопущения подобных нарушений закона. Население же ощутило, что цены идут в гору на своих кошельках. Многих удивляет тот факт, что государство не регулирует размер торговых надбавок, а бизнес пользуется данным обстоятельством. Да, что-то цена поднялась, не знаю, с чем это связано. Ну или раньше вот брали, по-другому было, а сейчас вот смотрю, что-то заметно увеличено. На ваш взгляд, государство должно регулировать цену на основные товары, продукты питания? Но мне кажется, если не они, то кто? По данным специалистов, с начала года цены в среднем поднялись на 5%, а вот на традиционные овощи и фрукты рост составил 20%. Картофель 20%, капуста 20%, перец больше всех 52% и яйцо куриное. Повышение произошло около 40%. Согласно полномочиям, местное самоуправление может только созерцать за изменяющимися ценниками, а вот регулировать их только в труднодоступных селах. К таковым в Алданском районе
относятся 3 населенных пункта. Это Чегда, Угаян и Кутана. Именно в них постановлением правительства, постановлением главы района утверждаются розничные надбавки на определенный перечень социально значимых продуктов питания. Населению же, особенно с низким доходом, особо выбирать не приходится. Либо покупать мало, но дорого, либо оббежать весь город в поисках дешевых продуктов и лекарств. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Алдан. В честь 30-летия образования Совета ветеранов МВД сегодня торжественно возложили цветы к мемориалу павшим за справедливость и памятнику Героя России Александру Рыжикову. Также в рамках данного мероприятия провели чествование ветеранов органов внутренних дел, где им были вручены ведомственные награды. Юбилейные мероприятия проходят с начала этого года. Так уже прошли спартакиады по хоккею, турниры. Также в начале этой недели ветераны УВД совершили лыжный забег из Верхнего Бестяха в Нижний. И вот сегодня в торжественной обстановке возложили цветы к памятным мемориалам. У нас сейчас проводится комплекс мероприятий, посвященный 30-летию ветеранской организации сотрудников МВД России, внутренних войск, пожарной службы, всех тех, кто ранее входил в структуру МВД Российской Федерации по состоянию на 1991 год. Запланирован целый ряд мероприятий, в которые включают в себя встречи с ветеранами, спортивные соревнования, возложение венков, открытие памятных и мемориальных досок и подобных праздничных и знаковых мероприятий. Вот в настоящий момент времени проходит возложение цветов к памятнику сотрудникам, погибших при исполнении служебных обязанностей, в частности, командира ОМОН, Героя России Рыжикова. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале Якутия-24.